Зима в этом году не перестает удивлять. Снова местами выпал снег, правда ненадолго. Покрытые снегом ветви и веточки деревьев блестят под лучами зимнего солнца и кажутся выточенными из серебра. А заснеженная дорога, конечно, очень красива, но и опасна одновременно. Вот уже 1,5 недели подразделения МЧС Абхазии ведут службу в усиленном режиме. Особое внимание уделяется сложным участкам на основных автотрассах Соу-Ингур и городские автотрассы. Сложные участки, допустим, в селе Нусера или в Ачимчирском районе. Все эти участки мониторят наши сотрудники на предмет необходимости оказания помощи автомобилистам, но, по крайней мере, серьезных происшествий у нас отмечено не было. Буквально вчера 2 автомобиля в районе села Кама наши спасатели вытащили, потому что они не смогли самостоятельно двигаться, и их пришлось буксировать по обледенелой дороге. Были случаи, когда нашим сотрудникам пришлось деблокировать дороги, когда упали деревья от снега. Их распилили оперативно и растащили, и открыли движение. Как добавил Роман Лаби, особое внимание уделяется технике с высокой проходимостью. Дежурная группа и спецтехника всегда готовы к экстренной ситуации – выехать в высокогорное село или привезти оттуда больного. Просим граждан соблюдать скоростной режим, быть осторожным, особенно на таких участках, как, допустим, Верхний Шерь или, допустим, кто едет на Рицу, чтобы были очень, так сказать, внимательны. Конечно, предпочтительно, чтобы они ездили на машинах с зимней резиной, потому что на летней резине это чревато ситуациями сложными. И, конечно же, мы призываем быть внимательными наших граждан, потому что участились пожары. Буквально вчера был пожар в Гагарском районе, выгорело чердачное помещение дома. До этого полностью дом сгорел в Сухуми, так что мы просим соблюдать эти все правила и быть очень внимательными, как с электроприборами, так и с каминами и печами. В ночь с 18 на 19 января в Рицинском реликтовом парке выпало до 50 сантиметров снега. Сошли 2 лавины. Дорога была закрыта из-за поломки снегоуборочной техники. На данный момент повреждение устранено, дорога очищена. И мы сознательно закрыли эту дорогу. Температура плюсовая днем, а покров снега большой. Это очень опасно. Мы помогаем гаишникам, чтобы не проезжали на летней резине. Как сообщил инженер Абхаз-Автодора Дамир Шулумба, ситуация на дорогах остается стабильной. В каждом регионе закреплены участки ДРСУ. Нету никаких проблем, нету ни одного участка, где бы не могла проехать машина. Хочу отдельно поблагодарить ГАИ. Именно совместно с госавтоинспекцией мы проводим круглосуточный объезд всех дороги, и если какие-то небольшие заторы происходят, то они помогают в регулировании дорожного движения. Подобные погодные условия – испытания для энергосистемы республики. В усиленном режиме работают и сотрудники Черноморэнерго. Внимательно следим за погодой в такие дни, и все аварийные службы у нас всегда готовы к выезду. Как вы знаете, у нас опять вышла из строя высоковольтная линия Колдахвара, это подстанция Мысратяга. Нам удалось до вчерашнего снегопада сегодня утром восстановить эту линию. Но на данный момент серьезных аварий на территории республики нет. Есть только локальные на местах. Это пофидерные, либо отдельные трансформаторы. Но что тоже не особо хорошо. А в деревнях как обстоят дела? В деревнях то же самое. По всем районам, как я сказал, есть вероятность маленьких аварий. Как говорят синоптики, погода в эти дни снова прояснится, но ненадолго. В предгорных и горных районах ожидается мокрый снег, а в выходные дни в столице и приморской части Абхазии пойдет дождь. До конца этого месяца продолжительных ясных дней мы не ожидаем из-за холодного циклона, который стоит у нас и перемещается у нас по предварительным нашим данным 30 января, который нам даст снег. Но это не большие, конечно, относительно, я думаю, что по высоте снежного покрова, тем не менее, конечно, сухой снег мы ожидаем 30-го. Январь нас еще побалует сухим снегом, поэтому те, кто запланировал дальние поездки, должны быть особо бдительны на дорогах. Сария Кварацхель, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.